Грузинский танец рачули в исполнении младшей группы ансамбля «Ахьяр». Сегодня не на паркете, а в спортивном зале Орловской школы. Эта постановка принесла победу ансамблю в чемпионате по хореографии «Танцы Экватор. Время зима». Грузинские постановки эмоциональные, насыщенные, технически сложные, рассказывают юные танцоры, но репетировали долго и усердно, поэтому волнения на сцене не было, говорит 10-летний Зульфир Кинджаметов. Мы были уверены в своей победе. Мама привила любовь к танцам, и мы с сестрой вместе тут занимаемся. «Танцы Экватор» – рейтинговый чемпионат по хореографии. Крымский этап проходил в Симферополе в начале февраля. Среди сотен ансамблей и солистов «Ахьяр» забрал 2 призовых места. Ян Головин занимается танцами 9 лет. Сегодня он исполняет мужскую партию в узбекском народном танце. Это 2-я победная постановка. Мы танцевали узбекский танец, только хорезмская школа. Чем отличается хорезм от простого узбекского танца? Своей изящностью, яркими движениями и более красочными костюмами. Теперь у воспитанников ансамбля есть возможность выступить на всероссийском этапе конкурса. Недавно они взяли гран-при в севастопольском конкурсе «Я и мой учитель». Постановка, посвященная Великой Победе, не оставила равнодушной жюри. На сегодняшний день ансамбль «Ахьяр» уверенными шагами идет, радует нас очень. Он объединяет в себя более 200 детей с Качинской долины в основном, которые участвуют во всех наших национальных праздниках, и не только национальных, но и общегородских. Крымско-татарский «Ахьяр» – это калейдоскоп культур. Более 200 детей в возрасте от 6 до 18 лет исполняют танцы всех народов Крыма. Дружба – это все-таки самое главное. Толерантность, она должна присутствовать в каждом народе, потому что в Крыму очень много разных национальностей, и каждый должен уважать друг друга. Это я воспитываю в детях и стараюсь донести до них, чтобы они дальше росли с этим. В этом году ансамбль отметит 10-летний юбилей. 25 апреля на базе Центра культуры в Севастополе пройдет отчетный концерт, где покажут самые яркие постановки. Эльмаса Блакимова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».